Зашла я, значит, почитать, как народ благодарит нашу премьерку и ее министров за снижение цен на топливо на целых 8 центов, между прочим, с 1 апреля. А там, мамочки, там какая-то кремлевская будто ферма пышным цветом цветет. Агенты Путина, прикрываясь бесстыжие какие, латышскими именами и фамилиями, пишут, что в правительстве либо курят что-то запрещенное, либо обезьянами прикидываются. Потому что где-то от 8 центов при цене больше 2 евро за литр люди как бы заботы правительства силе не особо не почувствуют. А еще вот, смотрите. Degviela kāpīgs stundas augšā, un par kādiem 8 centiem iet runa. Kur paliek solītais, kā dīzeļdegviela nepārsniegs 1,80 litrā? Kad jums būs mūsu algas un kad liesiet degvielu ne par valsts rēķinu, bet par savu, tad tikai sāksiet domāt logiski. Или вот еще. Tagad sacels, un tad cipa nometīs pāris centus, un tad telos baigi lābos. Piegriezies jau viss tas smurgs. Тут же люди отмечают, что скидочная карта или регистрация в приложении одной из АЗС дает практически такую же скидку, как супер выстраданное и сейчас мега распиаренное решение нашего правительства. Так что вот, видите, какое дело. Как только латыши видят на заправках цену выше 2 евро за литр, они все повально превращаются в ватников и рупор Кремля. Ну, у нас же как, все, кто против власти, все кремлеботы. Ну а приз за лучшие комментарии недели под постами премьер-министра Латвии получает вот этот. А тут премьерка пообещала в скорости опубликовать список предприятий, которые по-прежнему сотрудничают с Россией и Беларусью, давая, между прочим, за счет этого работу жителям Латвии и платя налоги в латвийский бюджет. Так вот, некто Виктор и еще 156 его единомышленников, включая, собственно, меня, очень хотят знать, а когда будет опубликован список госчиновников, которые прошли проект Rail Baltic?